Ребята, всем доброго дня! Сегодня продолжаем работать над кузенькой. Для этого нам понадобится ХБшная ткань красного цвета. Если у вас есть белый горошек ткань, то это будет вообще замечательно. Для этого еще нам понадобится для волосиков. Нам понадобится пряжа, для вязания. Лицо нам расписать нужно. Я взяла маркеры по ткани необычные. Акриловую белую красочку, кисточку, ножницы, иголочки, ниточки. Итак, ребята, основа рубашки у нас служит, наша основа УЗИ, вот тело, которое мы делали, вот это вот, именно таких же размеров у нас должна быть с вами рубашка. Один такой небольшой нюанс, вот эти вот, квадратики помечены, их нужно нам будет также разметить и вырезать. Итак, вырезаем такой же по размеру, у нас такую же заготовочку делайте. Когда вырезали, сложили пополам. Вот так. Где у нас 12 сантиметров, по-моему? В длину где 12 сантиметров. Отмечаем. Здесь линеечка нам понадобится. Отметим по 2 сантиметра на выкройках. Видно, 2 на 2. Отложили 2 сантиметра влево. И здесь 2. Нарисовали квадратик такой. С противоположной стороны делаем то же самое. Отмечаем. И рисуем квадратик. Так, разметили. Сделали разметочку. Теперь здесь можно слегка вот так закруглить. И вырезаем. 2 вместе сложили. И вырезали. Это у нас будет рукава будут. Все. Теперь прошьем и вырежем в дальнейшем горловину. Возьмем ниточки, иголочку с ниточкой. Отступаем немножко от края. Если хотите, нарисуйте вспомогательную линию, по которой можно будет шить. Можно отмерить по линеечке и прорисовать ее. Примерно где-то 0,5, может быть, миллиметров. И начинаем шить. Назад, вперед. Стежочек назад, вперед. И идите по вот этой вот нарисованной линии. Вот так. Возвращаемся опять назад, чуть-чуть вперед. Назад, вперед. И дошиваем вот до сюда. Здесь отверстия должны остаться. Здесь прошиваем также. Так, все прошито. Здесь сделали небольшие насечечки. Складываем теперь пополам нашу рубашку. И здесь вырезаем небольшую горловинку, буквально чуть-чуть. Вот, мы вырезали горловину. Теперь
Если она, конечно, маленькая, можно еще чуть-чуть, буквально еще хочу подрезать. И чтобы она на нашу голову хорошо оделась, сделаем разрезик вот здесь. Вот такой небольшой, не до конца. Теперь можно вывернуть ее, нашу рубашечку, и попробовать примерить. Вот. Кузенька наш нарядился. Берем ниточки и можно намотать себе на ручку вот таким образом. Намотать. Или же взять заготовочку картонную. У меня вот 6 сантиметров она. Можно на нее намотать также. Намотали. Сколько вам нужно, здесь перевязали посерединке. Перевязали. И вот это можно все расстричь. Растригли, приклеили или пришили наш паричок к голове. Потом можно сформировать ему нашу причесочку, да? Приклеиваем, проклеиваем по всей голове наши прядочки, все хорошенечко приклеиваем. Вы же можете здесь посерединке прошить. И потом так вот все, что нам не нужно, мы сострижем. Такую сделаем ему небрежную прическу, да, как у него она. Разные длинные волосы. Вот такая прическа у меня получилась. Иголочки все убрали на место, да, они нам уже не нужны. Приступим к росписи лица. Нарисуем глазки, ротик, носик. Ребята, можно акриловыми красками рисовать. Так, нарисуем глазки. Такие вот у нашего кузеньки глазки. Носик, курносик. Ротик. Будет улыбаться. Наш веселый домовенок Кузя. Так. Щечки маленько подкрасим. Если нет акриловых красок, нету маркеров по ткани, можно использовать опять же гуашь и ПВА, смешать пропорции 1 к 1. Одну часть гуаши и такую же часть ПВА. Я уже ранее об этом говорила. Так, теперь нам нужно что сделать? Нам нужно нарисовать ему эти вот наши глазки, да? У него зеленые глаза, вот такие смешные реснички.
Осталось нарисовать зеленые глазки. Возьму еще коричневый немножко или оранжевый и немножко ему веснушечки добавлю. Он у нас будет чистый, худенько вымытый. Вот. Уже стал практически похож. Теперь возьмем белую красочку акриловую и нарисуем на нашей рубашечке горошечек. Точки горошки. Если у вас ткань уже в горошек, то вам делать этого не нужно. Рисуем горошки. Горошки готовы. Я нарисовала еще пуговицу. Вы можете пришить пуговку, если у вас есть какая-то маленькая пуговка. Ну и вот, и Кузя наш готов. Если вы хотите, чтобы и у вас в доме поселился вот такой замечательный домовенок Кузя, то непременно сшейте себе такого друга. Всем пока, творческих вам успехов, мои хорошие!